в татарском нет родов, но при этом у Тобиб и Тобибе роды есть. Син Монхаля, то есть ты еще сопляк. Эйтмасин аурсус, юрякбит, шулайда аурта там же. Чтоб я еще к кому-нибудь обратилась. Айда подкаст. Учим татарский. Дуслар, салям и сянмесис. Это Айда подкаст. Меня зовут Айнуру, и я учу татарский мин татарща үйренем. Салям, мин Римма, хамин татарща иретем. Сегодняшняя наша тема — как жаловаться врачу татарща. И наше первое слово — ауэрэй, болеет. Еще одно базовое слово — табиб. Тут у нас есть еще феминитив табибе. Табиб — мужчина-врач, табибе — женщина. Римма, мне вот всегда было интересно, почему у каких-то слов в татарском нет родов, но при этом у Тобиб и Тобибе роды есть. Откуда это? Вот, во-первых, мне кажется, это слово, во-первых, арабизм, по ощущениям. Может быть, из арабского пришло сразу две версии. Или, например, врач не мог принимать мужчин и женщин. Или что? Знаешь ответ? Ответ ты уже сам сказал. Это арабизм с арабского языка, и род тоже с арабского. И туда же относятся и галим галиме, адиб адибе, галим галиме. Хамбашхалар. А можно быстренько разберем? Галим — это ученый, галим — это учитель, да? Ае И еще ты сказала слово? адибе. Угу. Восказом эдибе. Басмы яза. То есть это писательница или литераторка. Это адабият слово, от слова адабият, да, литература? Оңладым. Ярар. Что еще? Так, по базовым словам. Еще одно важное слово — это хостахана. От слова хоста — больной. Хам, наверное, должно было быть номер один. Слово ашыгыш ярдам — скорая помощь. Ярдам — помощь. Ашыгыш — неотложная. Ашыга — торопится. Ашыгыш — неотложная, быстрая. В этом случае скорая. Вот смотри, у татар получается ошыгыш, ош, скорый как бы ошыгыш, и получается ош еда. Мне кажется, не зря слова похожи, потому что татары спешат есть, нет? Ошыгыш, ошау. Да, у нас часто говорят «ошак мыгна, оша». Подожди, а у нас есть слово тизряк, типа, это не будет тизряк, тизердем? Это не скорая помощь? Щенки тизердем, может быть, даже если они не спешат. Не спеша предоставляют какую-то помощь, но настолько быстро, насколько смогут. Понял. Яхши. Давай оставим слово «ошыгыщердем». Люди придумали, люди привыкли. Ну, так уж и быть. Я вот сейчас сидел, думаю, вот сейчас придумаю, как велосипед, как все начнут использовать тизердем. Ну вот ладно. Ребята, да, оставляем по-старому. Оставляем по-старому. Давай метабис. Вот у слова «ауры» болеет, кстати, много синонимов. Сходу могу вспомнить еще 3. Месалян. Ширли, хостовый, сырховой. Соответственно, больного мы называем или ауру, или ширле, или хоста, или сырхау. Біздің якларда используют ширли, реже ауры, хэм, вот хастахана, больница, и 4 вообще первый раз слышу. Это вообще звучит будто какой-то, не знаю, там, нации Звездных войн, там, ситхи, или как сихры из нашего прошлого выпуска. Еще раз, можешь повторить слово? Сырхау. Сырхауладом, говорят. Сырхауладом. Приболел. Сырхау. Минь сырхауладом. Сырхауладом. Типа сыр и хауа, воздух. Сырхауладом. Если, да, не хватает сыра и воздуха, то, да, сырхауларсом, конечно. И давай посмотрим, на что мы можем жаловаться врачу, раз мы уже дошли до врача. Что у нас чаще всего болит? На что мы чаще всего жалуемся? Ну, мне кажется, если бы мы взяли бы... Баш аорта. Да, если бы мы взяли частоту болезни, то, наверное, это была бы головная боль и боль в горле. Баш аорта. Голова болит. Тамак аорта. Горло болит. Еще тыш аорта. Зуб болит, например. Яки эш аорта. Живот болит. Вот дети часто жалуются, что у них живот болит. Эш аорта. Эшем аорта. Я вспомнил, это же песня есть там. Эйтмасин аурсус, юрякбит, шулайда аурта там же, нет? Нет, юрякбит блайда яралы говорит. Яралы значит раненый. Яра — это да, новое слово. Это рана. Яралы, понятно. Ну, йор, да, просто рана будет, йор? Яра. 3 буквы. Яра. То есть яра аурта, можно сказать, рана болит. Яра аорта, можно сказать, но чаще говорят, опять переходим к синонимам, жерахат аорта. Жерахат. Яра жерахат. Жерахатландым. Яраландым. Поранился. А если глубокая рана говорят жерахат тишиге? Говорят жерахат тишиге. Говорят тирян яра.
терян жарахат, то есть глубокая рана. Перейдем дальше. Да-да-да. Посмотрим частые симптомы, на которые жалуются, особенно зимой и межсезонье. Это кашель, это сопли, что там еще? Кашель, сопли, температура. Температура. Температуру оставим как есть. Кашель — это ютель. Ютель, ютеллим, я кашляю, ол ютелли, он кашляет. И классное слово манка, сопля, манка, сопли. А я слышу, помню такое выражение тоже из детства. Монка шейнеп юриси. Да, очень много народных выражений со словом манка, потому что как еще назовут? Ну, как в русском языке сопляк, то есть маленький мальчик, с которым не хотят считаться взрослые, которому говорят син манхаля, то есть ты еще сопляк. Угу, ладно. Манкашей на перистин значит занят только тем, что жуешь свою соплю, то есть от тебя никакого толку. Или не лечишь свои сопли. То есть все равно какое-то безобразие, какое-то неправильное поведение. Поведение, которое не соответствует ожиданию общества. Так, симптомы. Салкантиде. Еще говорим, когда человек простужается, улайте мян салкантиде. У татар, получается, солкантиде — это холод, прикоснулся, то есть простыл. Да. Солкантиде, кустиде. Татар все так, типа, касается по касательной, не прям сильно. Солкантиде, кустиде. Окей. Если нас что-то касается, это уже все или болезнь, или порча, какая-то катастрофа. Так, деометик. Еще может быть ноющая боль. Чтобы объяснить доктору, как именно болит, мы можем сказать «созлап аорта» или «созлый». Также можем сказать, например, «баш созлый». Не просто болит, не просто аорта, а прям ноет. «Ты ж созлый». Да, именно «ты ж» используем слово «созлый», то есть зуб болит, и часто это какая-то острая боль. Еще раз смотри, получается, если мы кашляем, ты сказал, это ютель, Ае? а монка — это насморк. Ае? Ну, то есть насморк — это прям и сопли — это одно слово монка. Или вот как-то надо обозначить, что у тебя, например, там сопли текут, или они там, что у тебя, закупорились. Манка дословно это сопля, сопли. Насморк это томал. Томал, да. Но если я врачу скажу монкабор, она поймет. Это не будет звучать просто, типа, у меня есть козявки там в носу. Поймет, конечно, поймет. Можно еще сказать манка ага, браннан ага, танодан ага. Еще вот. Мы по синонимам сегодня прям так хорошо прошлись. Окей. А чихать? Чихать. Тебе начхать? Юк, меня казак симптом, вот как сказать, чихать. То есть у меня юталим, монка, бронумнан, ока. Тыш крем дибис. Тыш крем. Тыш, че, да? Крем. Тыш — это и крем куда-то захожу. Ае. Тыш крю, то есть симптом чихания, чих. Чих, а это тыш крю. Угу, окей. Якша. Айда дометик, продолжим. Если человек болеет, каши ауры икен, значит, надо? Лечить его? Значит, надо лечить, да. Лечение у нас дауа. Яки дауалау. Дауа — это лечение, дауалау — это процесс лечения, лечить кого-то. А можешь сказать, продолжайте лечение? Дауалауна дауамитегис. Так обычно говорим доктору. Доктор, продолжайте лечить. А можешь сказать, продолжайте лечить верблюда? Диане дауалауна дауамитегис. Кому еще можно обратиться? Ты еще придумай кого-нибудь на ДВ, чтоб я еще к кому-нибудь обратилась. Дарвиш Диане дауалауна дауамитегис. Можно еще сказать, продолжайте лечение верблюда в пустыне? Или дола? Мини-взглядом доладан? Дала степь. Даладага Диане дауалауна дауамитегис. Супер. Вот мы придумываем скороговорки бесплатно. Да, должен же быть какой-то толк от наших подкастов. Да, какой-то профит. Окей, яхша. И, конечно, желаем выздоровления человеку, если он заболел. Мы говорим тизрактрель, но это скорее дружеское пожелание. Выздоравливай скорее. Универсальное пожелание. Мы говорим шифабирсен. Понятно, кто должен дать это лечение. Аллах Тааля шифабирсен, а вкратце шифабирсен. А шифа — это здоровье, да, видимо? На самом деле это очень широкого смысла слова. Сакральное означает исцеление, лечение. Из несакрального могу назвать шифахане, санаторий.
Рима, я хотел сказать, что, мне кажется, я тебя подловил, смотри. Мы на русском говорим «скорая помощь» и «скорее выздоравливай», но при этом скорая помощь почему-то «ошыгыш ерде», а «скорее выздоравливай» «тизряк терель». Может, тогда «ошыгыш терель». Ошыгыч терель, если мы куда-то торопимся. Мы можем сказать «терелерга ошыг», торопись выздоравливать. Можешь кому-нибудь пожелать? Я не знаю, насколько это уместно, потому что это то же самое, как человеку, который уже едет в метро, сказать «езжай быстрее». Но он как на это может влиять, поэтому уместнее и логичнее сказать «шифа бирсин», потому что барысыда Аллах Тааля конда, все в руках Аллаха. Поэтому татары и перекладывают ответственность за исцеление на всемогущего. Окей, яхшы, аңладым. А если все-таки не перекладывать и идти лечиться, вот, например, покупать лекарства, как будет лекарство, аптека? Да, мы пропустили почти самое главное. Дару, лекарство. Аптека уже будет дарухана. Помещение, где много лекарств. Дарухана. И я, наверное, вот последний вопрос спрошу, который у меня есть. Самая популярная болезнь, которая обсуждается у нас здесь в информполе. Депрессия. Депрессия тоже, да, хорошо. Тромб оторвался, как сказать по-татарски? Тромб таки будет тромб, но мы можем кровеносный сосуд назвать кантамры. Тромб будет тромб. Тромб зюльде диляр. Говорят, оторвался тромб зюльде. Özelde. Аңладым. Рахмет. Тогда предлагаю перейти к нашим традиционным диалогам. Я буду спрашивать как доктор, который принимает больного, а ты будешь жаловаться на какие-то симптомы. Ярар. Окей. Айнур исәнмесез, не булды? Нәрсәгә зарланасыз? Исәнмесез, минем менә әзрәк генә суык тиде. Мин менә суык бозлы су эчтем, һәм минем баш авырта, тамак авырта. Менә шулай. Температура бармы? Мин температураны үлчәдем, әмма температура юк. Әйдәгез, кан басымын да үлчәйбез. Кан басымы нормаль. Мин сезгә дару языйм. Тизрәк терелегез. Рәхмәт. Сезгә шифа булсын. Әйе, супер. Справились с диалогом сегодня вообще даже без ошибок. Это все 5? 5. Супер. Я маме скажу, что у меня по татарскому 5. Сегодня 5. Только сегодня. Посмотрим, что там за четверть будет. Так, закрепим. Повторим все, что сегодня проходили. Ауры — болеет. Ауру — больной. Табиб табибе — это врач. Хастахана — больница. Ашош ярдам — скорая помощь. Синонимы. Ауры, ширли, сархаулы, хасталы. Это все глагол болеет. Ауру, ширле, сархау, хаста — это больной. Баш аурта — голова болит. Эш аурта — живот болит. Тамак аурта — горло болит. Теш аурта — зуб болит. Ютель — кашель. Тышкыру — чихание. Мамка — сопля. Салкын тиде — простудился. Сызлы — ноющая боль. Лечение — дауа. Давалау, давалану. Дару — лекарство. Дарухана — аптека. И шифа — лечение, исцеление. И самое главное, мы слово забыли при всем при этом. Это как сказать, необходимое слово в каждом свадебном пожелании. Самое главное — саляматлик. Это если вспоминать, конечно, там, мне кажется, у татар... Мы уже обсуждали, по-моему, с Эльзой это, что у татар миллион вариантов здоровья. Исянлык, саулык, саляматлик, тазаулык. Дуслар, больше материалов вы найдете в наших социальных сетях. В Телеграме, Инстаграме, Ютубе. В ТикТоке, у нас еще есть ТикТок. Подписывайтесь на все наши социальные сети, учите татарский легко, в легком ежедневном формате. С вами были ведущие Айда подкаста Римма. Хам Айнур. Шифа булагыз. Айнур. 5 превращается в 4. А шифа что? Шифа бирсин. Шифа бирсин сезгә Аллах Тәгалә. Дөрес? Әлбәттә дөрес. Сәламәт булыгыз. Айда подкаст. Учим татарский.